снег седины, фигура стройная, тепло лучистых добрых глаз. Ах, Валентина Свет Григорьевна, такою все запомнят вас. Валентина Сезонова – человек, выпустивший со школьной скамьи не одно поколение грамотных, образованных, талантливых нерюнгринцев. Отдав образованию более 40 лет, она стала корифеем образования. А началась ее история в городе Хабаровске, где она родилась в 1940 году. Ну, жили как жили. 7 лет исполнилось, в школу пошла. Окончила школу. Мечтала с самого начала быть учителем. Стала поступать в институт. Поступала на факультет математики, математический. Но не набрала баллов, не прошла. И тогда я пошла в педучилище. Поэтому вот у меня, по сути дела, 2 образования. По первому образованию я учитель начальных классов. Поэтому здесь, в городе Нерюнгри, я в основном курировала работу учителя начальной школы. По окончании училища 3 года работала в городе Комсомольск-на-Амуре, а потом вернулась в родной город, в родную школу номер 38, где училась, но уже в качестве педагога. Наверное, комиссия какая-то приходила, открытые уроки я давала тогда, как у меня получалось. После этого, сколько-то лет я проработала, не помню. В общем, рекомендовал меня краевое управление, краевое Хабаровское народное образование. Сразу меня рекомендовали в институт, в краевой институт усовершенствования учителей. И я там проработала вплоть до переезда вот сюда, в Якутию. Работала методистом в кабинете начальной школы. Совмещая трудовую деятельность с заочным обучением, закончила институт по профессии учителя русского языка и литературы. А вот личную жизнь приходилось откладывать на потом. Замуж я вышла очень поздно, потому что вот гналась за тем, чтобы там много знать, иметь высшее образование. И мужа хотела такого, чтобы как-то было. Сейчас ругаю себя за это, потому что лучше бы какой-нибудь рабочий был. Вот. Познакомилась тогда, и он учился в высшей партийной школе. А тоже был человек с Украины, служил здесь, на севере, где-то в Мирнинском или Вилюйском районе. И его, как он такой был активный, отправили учиться очно в высшую партийную школу Хабаровскую. А коль было сразу распределение, где работать, тут только город в 1975 году образовался наш, и его сразу сюда послали. Как раз он в том году заканчивал высшую партийную школу. Его направили в Якутск, а Якутск распорядился в Нерюнгри. Он работал здесь в горкоме партии. Так и оказалась Валентина Григорьевна на юге Якутии в августе 1976 года с 5-месячной дочкой. В 1977-м уже вышла на работу в школу в старом городе. Позже вся семья переехала в центр города, и педагогический опыт продолжился в средней школе номер 6. Здесь Валентина Григорьевна познакомилась со своими коллегами, с которыми и по сей день поддерживает общение. Очень щедрый человек, честный человек, справедливый, порядочный. Вот более порядочного человека в своей жизни я не встречала. Она надежный друг, она никогда не подведет и не предаст. Вот, как говорят, с ней можно идти в разведку. Вот такой она человек. Мы до сих пор общаемся с ней, больше по телефону. У нас есть городские телефоны, поэтому мы можем часами общаться с ней на разные темы. Особенно о здоровье, как себя чувствуют коллеги. Валентина Григорьевна всегда беспокоится. Звонит, в каких бы городах они ни жили. Я каких знаю, ей сообщаю. Она с кем общается, мне сообщает. Поэтому я рада, что в своей жизни встретила такого человека, как Валентина Григорьевна. Она как-то заболела ковидом, лежала в больнице долго. Вот. И не хватало этого общения. По смс-кам там много не наобщаешься и многое не узнаешь.
Поэтому я очень скучала. Уж если кому я могу доверять полностью и знаю, что вот действительно я могу доверять, это Валентине Григорьевне. Я ценю вот такую возможность, что я могу действительно вот по любому поводу с хорошее рассказать, плохое о себе там рассказать, ну что-то отрицательное там произошло, что где-то вот пожаловаться, все. Вот знаю, что это будет только между нами. Ни разу я не слышала от нее, чтобы она как-то вот отозвалась о ком-то плохо, вот наедине, не говоря уже о том, что где-то во всеуслышание. Вот такого ни разу не было. И вот действительно, если уже говорим мы с ней об учителях, то только вот действительно на такие темы, что, ну, они, как сказать, о них можно говорить. Притом это хорошее говорится, радуется за всех. Валентина Григорьевна работала над повышением педагогического мастерства учителей города. В те далекие годы многие педагоги работали в школе, имея среднее профессиональное образование, но именно она убедила коллег получить высшее образование. Получали образование не высшее, в основном в Благовещенске. Мало кто в Хабаровске уезжал в Благовещенск, ну, заканчивали институты. Вот. Убедила, что да, и мне это, и ну, позже они считали, что это правильно, и все они окончили, имеют высшее очень хорошо, имеют по 2 образования. Например, я знаю несколько учителей начальной школы, например, Пасхина Татьяна Константиновна, Давиденко Зинаида Павловна, они тогда имели среднее специальное образование, а потом получили благодаря вот усилиям и стараниям, что ли, Валентины Григорьевны, она их вдохновила на это. Они получили высшее образование по своей специальности. Работая завучем начальных классов, она была не просто руководителем, она была настоящим добрым наставником и помощником для менее опытных педагогов. Я очень многому у нее научилась. То есть она научила меня грамотно анализировать посещенные уроки. Вот. И также она научила меня правильно общаться с детьми, правильно общаться с учителями. Ну, понятно, как завуч. Она понимала свою обязанность, наверное, так именно, что раз она завуч, она должна не просто требовать, она в первую очередь должна научить. Но так как было много молодых, на урок она приходила не с целью тебя там ткнуть пальцем, что ты вот там неумеха, то-то не получается, а вот с целью, что увидеть, помочь, направить как-то в какое-то правильное русло, и чтобы действительно человек не разочаровался в своей профессии. Она проводила даже так. Вот могла прийти к учителю, видит, что-то не делает учитель, не получается. Она, допустим, на следующий день шла в этот класс, проводила урок сама в этом классе, учитель смотрел, как вот с этим классом можно работать, какие формы работы можно там провести, как можно организовать все это. Самое главное, считала дисциплина. Но дисциплина – это да, дисциплина в классе – это, считать, 50% успеха на уроке. И учила, вот действительно учила. Помогала составлять календарно-тематические планы, поурочные планы помогала. Прям вот садилась с учителем, у кого не получалось. И вот всему досконально, вот, подробно конспектировала. Обучаясь в институте, педагог приобретает теоретические знания, а практика нарабатывается непосредственно с учениками, коллегами и родителями. Этим опытом Валентина Сезонова и делилась с учителями, очень корректно, тактично указывая на их ошибки. Ни капельки высокомерия, и потому без лишних слов к вам безграничное доверие учителей, учеников. Не окриками и упреками вы добивались своего, а полноценными уроками, глубоким знанием того, что связано с наукой важною, родному языку учить, чтобы подарить умение каждому прекрасно мыслить,
говорить. К сожалению, вот этого института наставников сейчас не стало. Это плохо, потому что я вот замечала, что когда приходили в наше учебное заведение молодые специалисты, которые проработали, ну, может, где-то года 2, там, 3, идут к ним на урок. И вот и начинается. И обязательно где-то и на собрании скажут, что вот это то зачем. Вот Валентина Григорьевна никогда такое не делала. Вот она никогда ни одного учителя не выставила. Где-то там, вот даже когда вот эти планерки собирались наши, чтобы там сказать, что вот такой-то, такой-то учитель, вот это, то-то не получается. Она говорила там, ну, общий где-то все равно же, допустим, посещаешь урок, замечаешь, что это, допустим, и у другого подобное есть. Вот об этом она. Это как это можно исправить, как это можно поступить, какие методы можно применить, но ни в коем случае это не было унижением человека. Я не знаю, каким образом она, так сказать, ругала, слово не подойдет, ну, журила, укоряла там какого-то учителя, ну, в чем-то там, допустим, не справился не сколько как педагог, а может быть, как по отношению к ученику, ну, что-то, может, допустил, какую-то бестактность, грубость и так далее. Не знаю, как она наедине. Она никогда такого не рассказывала, я не знаю. Но опять это никогда не было на показ. Что уж она там говорила, но зато перед родителями она всегда нас защищала. Вот всегда была на нашей стороне. Да, она, если это, наверное, грубые какие-то, может быть, нарушения было, ну, наверное, что-то она каким-то образом это действительно наказывала, что она там говорила, неведомо. Вот. Но я так вот не видела среди педагогов, что хоть где-то кто-то вот словом, каким-то намеком отозвался плохо, что вот действительно какую-то обиду затаил. Она еще и человечна. Вот она не старалась человека, когда, если она посетила урок там, или какое-то мероприятие у него, она вот не старалась, как это бывает, тут в пух, прах разнести. Она, наоборот, вот сначала все положительное, потом, значит, начинается вот, а где неудачи, почему и так далее. И вот человек вот невольно, понимаете, как-то прислушивался. Ну, когда тебе сказали хорошо, потом замечание как-то это воспринимается легче гораздо. Учитель учителей – это звание по праву носит Валентина Григорьевна. Учитель учителей, тот, который научил молодого, подсказал ему, не отвратил человека от этой специальности и сделал из него, ну, поставил, довел до высоты какой-то, вот это действительно научил. Учитель учителей, учитель научил учителя. Один своим опытом поделился таким образом, что этот человек, ну, достиг определенных там высот в профессии, не разочаровался в профессии. Вот Валентина Григорьевна, вот 100%, но если процентов больше бывает, то вот эти, сколько они есть, больше процентов, это все Валентины Григорьевны, эти проценты. Еще одна черта Валентины Григорьевны, которую подмечают коллеги, это умение сплотить коллектив. Ее организаторские способности помогали создать спокойную, доверительную, даже дружественную атмосферу в школе. Она очень быстро сплотила вот коллектив начальной школы нашей. Вот 23 человека совершенно разных, и молодые, и уже с опытом, и были люди достаточно преклонного возраста, пенсионного. И вот постепенно она их поднимала. Это, в общем-то, талант надо иметь. Потому что каждый учитель это тоже ведь со своими, знаете, характером, со своими привычками. Он уже, особенно те, кто поработал в школе, они имеют уже какой-то навык, опыт, подобрать к нему ключ. Вот. Ну а то, какие у нее идеи в голове по поводу вот работы были, я только удивлялся, откуда они у нее вообще возникали и возможно ли такие. Ну, понятно, что только город начинался строиться, понятно, что и коллектив новый, мы все новые люди, но нас Валентина Григорьевна так сплотила, что, ну, действительно, у нас не было никаких-то вот склок, никаких-то раздоров между собой, мы вот помогали друг другу. Это не значит, что мы все прям были, вот все более 20 человек подружками, нет. Но вот то, что это был дружный коллектив, вот как и должно быть. А женский же коллектив, это трудновато все равно. И красили сами,
шторы закупали, и наглядные пособия сами делали, потому что этого ничего не было. То есть вот работали вот просто с нуля, и вот горели энтузиазмом, хотелось вот горы свернуть. Благодаря этому энтузиазму и верности профессии учителей из начальной школы ребята выходили с хорошим фундаментом знаний и дисциплины. Бывает же такое в школе, знаете, вот выходит из школы, и когда уже в старшие классы приходят, вот классные руководители начинают выбирать, чей класс взять. Вот такого у нас в 6-й школе не было, потому что любой класс, который выходил, тогда была 3-летняя начальная школа, вот они все как вот были вот как-то как равные. Ну, вот, и благодаря этому у нас и хорошие, в общем-то, знания мы могли давать. Вот ребята знали, что такое дисциплина, знали, что навыки уже учебного труда. Это очень важно. Уважительно относились и к своему труду, и к труду учителя. За время своей деятельности Валентина Сезонова написала несчетное количество статей о своих коллегах и о тех людях, которым она благодарна по-человечески за отзывчивость, доброту и неравнодушие. Это, конечно, трудная работа написать о ком-то. Трудная, даже для руссоведа трудная, потому что найти вот именно, чтобы это было не формально, а от души. Валентина Григорьевна это делает от души. О ком только она не пишет. Вот я если вижу какие-то статьи об учителях, о врачах, не только, она о разных людях, с которыми ее сводит судьба, она вот всегда находит в них то, о чем можно написать, чтобы об этом узнали не только коллеги вот по работе, а еще узнал город. И если вот взять даже в руки вот статьи, вот не найдете повторяющегося фразы. Вот нет их. Ну, я как учитель вижу их сразу, как говорится, вот не найдете. Вот до каждого находит именно свое, то чего достоин именно этот человек, что можно о нем сказать. А в 1981 году ее эксперимент в начальной школе экспонировался на ВДНХ. Суть его заключалась в том, чтобы весь материал урока, рассчитанный на 45 минут, вместить в 35 минут. Это вообще, конечно, поначалу, пока вот это не втянулся и не нашел какие-то методы работы, чтобы успевать то же самое, но только за 35 минут. Успевали. Успевали все. Дети работали с удовольствием, не уставали. Ну, конечно, наш показатель в работе – это качество. Качество возросло. Вот, казалось бы, должно что-то они потеряли, нет, возросло, потому что и ученики втянулись в это, и им это нравилось. Это такое, в общем, так мы работали, по-моему, 3 года. Ее материалы о 7 нерюнгринских учителях вошли в первый том педагогической энциклопедии, выпущенной в 2000 году. С 1999 года и до выхода на заслуженный отдых Валентина Сезонова работала в гимназии номер 1. Ее выпускники не забывают и ценят те силы, которые она вложила в их становление. Валентина Григорьевна абсолютно уникальный человек. Это человек, который беззаветно отдавал себя всем нам, своим ученикам. И поэтому хотелось бы сказать ей огромное спасибо. Мы все помним ее труд и усилия по воспитанию нас. И хотелось бы пожелать ей в первую очередь крепкого здоровья. Большое вам спасибо. И ведь только спустя годы я понял, какой огромный труд проделала Валентина Григорьевна, чтобы научить нас русскому языку. Она человек с большой буквы, с величайшим терпением и добрым сердцем. Она нас всех очень любила, а не, как нам тогда казалось, что просто ругает. Несмотря на то, что я окончил школу в 2003 году, почти 20 лет назад, мы до сих пор поддерживаем общение с Валентиной Григорьевной. Приятно осознавать, что она до сих пор помнит меня и пишет сообщения. Хотел бы сказать огромное спасибо за внесенный вклад в жизнь многих людей, что отдавала своей профессии на 100%. Всю информацию о проделанной работе, о своих коллегах и учениках Валентина Григорьевна бережно хранит в альбомах и папках. Особенно дороги воспоминания о бывших учениках, которые, как могли, старались порадовать педагога вниманием, теплыми словами, поздравлениями. Тут, что ли, с ошибкой где-то написано. Ну вот смотрите, 6-й Б класс. Вы думаете, я помню, какой это год был? Но это было уже в гимназии. Вас маленькая буква, здесь по-своему, здесь здоровье, счастье, здоровье. Ну так дорого мне сейчас. Мне сейчас дороже
безграмотные написания, нежели грамотные, потому что вот еще в 6 классе, а сейчас ей уже 30 или сколько там. Поддерживая связь с бывшим учителем, нередко выпускники делятся своими достижениями. Вот работа. Я что говорила. Творчество Алены Балушкиной прислала осенью в 2020 году. Это я пишу. Достигла высот моя бывшая ученица. Вот она здесь пишет, и она этот материал свой прислала. Также родители выпускников не забывают Валентину Григорьевну, несмотря на то, что их разделяют годы и тысячи километров. Если бы сегодня был такой момент, что под ее окнами можно было собрать всех родителей благодарных и учеников, это бы получилась огромная тысячная толпа, которые бы с удовольствием кричали имя Валентины Григорьевны Сезоновой. Кроме того, она помогала родителям и в воспитании детей. Сына моего звали, что русский немец. В одном слове мог делать несколько ошибок, 2 и 3 ошибки. Благодаря Валентине Григорьевне он закончил школу. По русскому письменно получил 4, а устный предмет сдал на 5. Я ее просила, что Валентина Григорьевна, помогите мне воспитать сына хорошим человеком, потому что одной мне не справиться. Я этому человеку очень благодарна за воспитание своего сына, что вырос он. Сейчас он уже на пенсии, мой сын. Вот. Мы переехали в Саратовскую область, в город Маркс. Будучи родителем одной из учениц, известный нерюнгринский фотохудожник Юрий Коковин рад, что Валентина Сезонова дала высокую оценку его печатным материалам. Ну, самое-то главное, как дочь моя говорила у Валентины Григорьевны, потому что она ее учила, получить 5 по русскому языку и литературе невозможно. А если это 4, то это 4 равно, наверное, ну, не знаю, какой оценки, в высшей степени. А Валентине Григорьевне, конечно, я дарил свои книги, а когда она их прочитала, она мне ставила 5. Я считаю, что это предел моих мечтаний, потому что учитель, руссовед высшей квалификации сказал, что русское слово не потеряно. Это здорово. Поощрение, награды и звания этого уникального человека трудно сосчитать. За плодотворный кропотливый труд отличник народного просвещения, первостроитель Нерюнгри Сезонова Валентина Григорьевна была удостоена звания «Учитель-методист», награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Учитель учителей Республики Саха-Якутия». Но самое значимое – это, конечно, звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Это высокое звание. Вот чем оно отличается от нынешнего звания «Заслуженный учитель школы Российской Федерации»? Я считаю очень главным. Это звание вот давалось человеку, который внес конкретный вклад не просто в педагогику, а в методику, в дидактику, в воспитание, главное. Несмотря на такую загруженность на работе, дома Валентина Григорьевна оставалась хорошей хозяйкой, заботливой женой и мамой. Вот в любой момент, когда к ней не приди, всегда все есть, то есть все наготовлено. Муж идеально там был ухожен. Дочка Оксанка, ну тоже вся там бант, не бант, форма, не форма, воротнички, не воротнички. Там только вот, ну, как говорится, пылиночка ни одна на них не упадет. Дома идеальнейшая чистота. Вкуснятина приготовлена, заготовки есть. Она и сейчас, кстати, заготовки делает. Вот, казалось бы, что ей там вот сейчас сиди, да, отдыхай. Нет, неугомонная в этом плане. Конечно, меньше этого делает. Но тогда любой компот, там соленье, варенье, все это у нее есть. Человек с высокой гражданской позицией по отношению к стране, городу и своей профессии, учитель с большой буквы Валентина Сезонова остается примером для тех, кого она учила и воспитывала. Проблемы разные исследуя, писать доклады и стихи. Среди ребят, я знаю, не было у вас учеников плохих. Ведь как бы ни было мучительно, не покладали рук своих. С заглавной буквою учителем навек остались вы для них.